На взгляд лингвистов, аваро-андийское этноязыковое единство настолько крепкое, что представители аварских племен андотсесской группы, имея самостоятельные диалекты, всегда ощущали свою кровную близость с аварцами. Народы андотсесской группы близко родственны не только в языковом, но и в историко-культурном, этнопсихологическом отношениях к аварцам, а в политическом плане всегда входили в состав аварских государственных образований. Языком межплеменного общения у них всегда был аварский, что является фактором, стимулирующим консолидационный процесс данной группы этносов. Тот факт, что почти 100% опрошенных представителей андотсесских народностей назвались аварцами, не оставляет места для сомнений в достаточной прочности общего этноязыкового сознания у населения этой группы. За пределами Дагестана андотцезы называют себя только аварцами. Поэтому вполне резонно, что и андийцы, и цезы, официально и неофициально относят себя к аварцам и называют себя аварцами. Употребление аварского языка андотсесскими народностями в качестве языка межплеменного и межэтнического общения по существу в ранге своего языка факт общеизвестный. Жители близлежащих аварских населенных пунктов на бытовом уровне называют факт наличия самостоятельных языков у андийцев, ботлихцев и других аварских племен андотсесской группы недоразумением, не находя у них никаких других особых отличий от себя, кроме различия в диалектах.